Здравствуйте, уважаемые зрители! В студии Абхазского телевидения кандидат в депутаты от 9-го избирательного округа Давид Пилия. Давид Чичевич, здравствуйте. Добрый день, Сария. Здравствуйте. Все кандидаты стараются в своей предвыборной кампании использовать лозунги, которые коротко отражают суть программы. Расскажите, как возник ваш лозунг «Один народ, одна идея, одна страна». Вы знаете, вот во время нашей большой войны, Великой Отечественной войны Абхазии 92-93 года, показала консолидация общества. А консолидация всех национальных групп в Абхазии, она решает судьбу государства. И, конечно, это у меня из головы не выходит с тех пор, и я постоянно в поисках, как это сделать. И, конечно, в этом плане мне очень активно помогает наша главная идея нашего Конгресса «Один народ, одна идея, одна страна». Один народ. Вы знаете, как после войны каждая национальная группа живет сам по себе. И практически связь между национальными группами сегодня, скажем, на политическом уровне нет его. А это очень плохо для развития страны. И потому один народ, в моем понимании, это консолидированный народ, живущий в Абхазии. Одна идея, то есть одна идеология. Каким я его вижу в будущем, перспективе? Вы знаете, вот у России есть такое понятие «россияне». Она объединяет все национальные группы, живущие на территории Российской Федерации. Я надеюсь на то, что все национальные группы, которые живут на территории Абхазии, будут когда-то себя называть «Я абхаз, но армянского происхождения», «Я абхазка, но я русского происхождения» и так далее, и так далее. Эта идея, она еще больше сплотит все народы, живущие в Абхазии. Вы были депутатом Верховного Совета парламента Республики Абхазия первого созыва, и во время Отечественной войны народа Абхазии вы, будучи депутатом, вошли в состав Совета обороны Республики. Расскажите о своей деятельности в то время и где застала вас война? Война меня застала в городе Сухум. Это было 14 августа. Мы обычно из Ткварчели всегда ехали вместе. Это была у нас команда, уже давно наработанная команда. Это Сократ Джинджули, Клементий Джинджули и я. Мы на одной машине всегда добирались до Сухум и принимали участие в работе нашего парламента. Конечно, когда началась война, я не могу сказать о том, что не было сигналов, не было каких-то вот тревожных моментов. Мы чувствовали, что-то против Абхазии замышляют, значит, грузинская власть. И началась война. Она началась где-то половина 12-го. Это уже были первые выстрелы, но танки были уже у Красного моста. И обратно выехать уже в Ткварчал к своим гражданам, к своим жителям в город мы никаким образом не могли. И потому, естественно, произошла эвакуация. Это вполне естественно. Мы переместились из города Сухум в Гудауту, где мы организовывали работу нашего парламента. Это очень важный момент был для нас, потому что легитимный орган, единственно, это был наш парламент в составе 35 человек. Это нам в этом плане, я считаю, повезло очень, что мы смогли сохранить легитимность нашего парламента. Ну, естественно, мы начали создавать армейские структуры. Первым делом мы создавали штаб сопротивления. Это военная составляющая. И, конечно, мы создавали Государственный комитет обороны. Во главе комитета обороны был Владислав Григорьевич. Были у него два заместителя. Это Сергей Шамба и я в том числе. Сегодня вы председатель исполнительного комитета недавно созданного Конгресса народа Абхазии. В случае избрания вас депутатом, намерены ли вы продвигать идеи Конгресса в парламенте? Конечно. Во-первых, когда мы эту программу начали реализовывать, мы договорились, что мы должны побывать во всех селах Абхазии. Их 113. Мы практически во всех селах побывали. Мы встретились с жителями села. Мы очень долго с ними говорили. Мы должны были послушать. А что они говорят? Вы представляете, такие села, как Алакумха. Не все абхазы знают, где это село находится. Его грузины называют Лекохон. Он находится в горах. И вот до Мыкелрыпща. А Мыкелрыпщ находится от Гичирыпша в 18 верстах в горах. Он находится под Аибгой. Вот эта идея консолидации нашего общества, идея, значит, вокруг которой мы собираем все национальные группы Абхазии, это и армян, и самурзаханцев, и русских, естественно, абхазов, это, конечно, идея очень важна для развития нашего государства. И то, что мы увидели, и то, что мы услышали, мы, конечно,
это озвучили на первом учредительном съезде Конгресса народа Абхазии, и мы приняли первую программу. В ней, конечно, особое место занимает село и развитие нашей аграрной отрасли. Вы знаете, когда я слышу о том, что вот для нас приоритет – это туризм. Вы знаете, мы с десяток небольших мини-гостиниц построили, мы считаем, что мы туристическая страна. Конечно, к нам очень много туристов едут, но к этому надо очень серьезно готовиться. Но одновременно село должно активно работать. Мы должны собственной продукцией кормить наших туристов. Это, может быть, где-то сегодня немножко звучит, скажем так, бравадно, но уверяю вас, а было же время, когда аграрная отрасль Абхазии давала стране очень большой объем товаров. Я просто скажу, 34 тысячи тонн молока в год мы производили, 19 тысяч тонн говядины, 18 тысяч тонн птицы, 12 тысяч тонн свинины, 55 тысяч тонн чайного листа, 135 тысяч тонн цитрусовых. Я могу продолжать и дальше. Мы же живем в влажных субтропиках, где годовая температура 15 градусов тепла. Это мы живем в раю, надо его использовать. И когда чистый, в экологическом плане продукт ляжет на стол нашего туриста, интерес к Абхазии еще больше и больше будет. Я это вижу, у нас есть в этом плане большая перспектива, и мы, конечно, должны село развивать. В каком плане? Несколько законодательных актов, которые необходимо в ближайшее время принять. Естественно, если мне доверят быть в составе парламента, первым делом я буду ставить такие вопросы. Кто такой сегодня глава администрации села? Это лицо административное или он несет еще хозяйственные функции? Потому мы должны обязательно решить и определить четко его статус. Далее мы должны принять закон о сельской кооперации. Вы знаете, она немножко созвучна с колхозами, ну, может быть, это не совсем как колхоз, да? Который был обязательным. Конечно, мы должны принять закон о государственных гарантиях закупа продукции у населения. Да, сложный вопрос, но его надо решать. Это во всех странах есть государственные гарантии. Более того, есть государственная страховка на случай, скажем, каких-то бедствий и так далее. Конечно, мы должны думать о том, как сохранить в маленьких селах школы, где учатся 10, 12, 15 человек. Конечно, здесь очень важно, чтобы у каждого села был свой бюджет. И этот бюджет должен формироваться за счет центрального государственного бюджета. В каком комитете вы бы хотели работать в парламенте? Конечно, я бы хотел быть, хотя я по специальности физик-прикладник, но я хочу быть, конечно, в аграрном комитете. Наверняка там не только будет аграрный, наверное, будут еще какие-то вопросы, там, наверное, вопросы экологии и так далее. Я активно готов в этом комитете работать. По экономическим вопросам, да, у меня есть некоторый опыт, скажем, ну, по безопасности страны тоже некоторый опыт есть военный. Я сейчас представляю наш парламент. Масса законодательных актов, которые из года в год не принимаются, лежат у исполнительной власти, лежат у Генеральной прокуратуры. Эти проекты законов лежат у Верховного суда, соответственно, они имеют право законодательной инициативы. Конечно, есть еще какие-то наши планы. А потом еще большая программа по гармонизации законодательных актов России и Абхазии. Я даже в ближайшие 5 лет боюсь, этого не хватит. Там будет очень и очень много работы. Наша задача, особенно люди моего поколения, люди, которые имеют определенный опыт, наша задача сделать парламент работоспособным, не допустить в парламенте противостояния по политическим приоритетам. В последние дни внимание всего мира приковано к событиям в Украине. И мы, конечно же, не могли обойти этот вопрос. Хотелось бы узнать ваши отношения. Очень поддерживаю. Кстати, даже думаю, надо было это делать гораздо раньше. Но я думаю, что терпение руководства Российской Федерации было видно, и была надежда на то, что люди, которые управляют сегодня Украиной, а управляется она, естественно, с Западом, что они образуются, они остановятся, они сделают шаг навстречу Российской Федерации, но этого не произошло, и потому пришлось применить силу. Вся сила используется против тех, кто обезумевший обстреливает населенные пункты и приносит много бед. Вот только за последнюю неделю, посмотрите, десятки людей погибших, сотни домов сожженных, а сколько раненых людей. Но это ведь надо останавливать,
А кто это может сделать, кроме Российской Федерации? Я другой силы не вижу. И потому мы сегодня, граждане, живущие в Абхазии, должны понимать и со всей ответственностью подойти. Более того, я готов поддержать митинг в защиту ДНР и ЛНР. Я готов поддержать идею Путина, идею высшего политического руководства России. Она делает правильно, и мы вместе с Россией. Давид Чечевич, спасибо. Мы желаем вам удачи. Спасибо вам большое, что пригласили в студию. Для меня это большая честь. У меня есть возможность напрямую еще раз со своими избирателями, со своими гражданами поговорить. Для меня это очень важно. Спасибо. Напоминаю, что в студии Абхазского телевидения был кандидат в депутаты от 9-го избирательного округа Давид Пилия. Всего доброго.